Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». Здравствуйте, на календаре четверг, 29 сентября, и в студии Екатерина Данилова. Быстрее добираться до пациентов на селе и обслуживать неотложные вызовы. Районные больницы получили 48 новеньких легковых автомобиля. Автотранспорт достанется абсолютно каждому муниципальному образованию региона. На баланс Канашской ЦРБ, к примеру, в дополнение к имеющимся 4 передадут еще 3 санавтомобиля. Это значит, что обслуживать пациентов во всех 106 населенных пунктах района будет гораздо проще. Напомню, в прошлом году в рамках модернизации первичного звена здравоохранения регион получил 44 санитарных автомобиля для сельских больниц. Автопарк власти намерены обновлять и впредь. К другим темам – творог, молоко, колбасные, мучные изделия и даже хмель. Именно такую продукцию чувашские фермеры представят на 24-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Форум пройдет с 5 по 8 октября в Московской области. Ежегодно в нем принимают участие сотни производителей из разных регионов России, аграрии Чувашии в их числе. В прошлом году продукция местных фермеров завоевала 71 медаль, 61 золото, 7 серебряных и 3 бронзовых. В этом году будет на форуме участвовать 14 предприятий. Я думаю, завоюем медали не меньше. Все предприятия разработали новые виды продукции. Интересных продуктов будет много. Я уверен, мы достойно покажем Чувашскую республику на этом форуме. В Чебоксарском районе в деревне Пархикасы появится модельная агробиблиотека. Здесь планируют запустить центр профориентации молодежи, также школу агропоколения. Кроме того, появится и клуб для юных читателей «Аграрикум». Будут проводить и встречи с местными фермерами, выезжать в поля и на производство. Отправиться в бесплатные путешествия по Чувашии теперь смогут и студенты. Туристический маршрут под названием «Дорогами Победы» разработали учащиеся историко-географического факультета ЧГУ. Они выиграли грант федерального агентства «Росмолодежь», на средства которого и организуют эти поездки. Отправной точкой станут Чебоксары, затем студенты посетят самую высокую точку над уровнем Волги – мыс Птичий полет, что в Козловском районе. Далее по маршруту Сурские и Казанские оборонительные рубежи. Заедут и в Тихвинский монастырь в Цивильске. Посетить и познакомиться с достопримечательностями нашего региона смогут около 300 студентов. Путешествия начнутся со дня на день и продолжатся до первых чисел октября. Скоро в Чебоксарах появится еще одна достопримечательность. Изображение Андрияна Николаева на одной из многоэтажек новоюжного района города уже почти готово. Сейчас работы выполнены на 60%. Для нанесения изображения космонавта творцам понадобится 40 литров фасадной краски и еще около 50 баллончиков аэрозольной. Ими будут выполнять более кропотливую работу – вырисовывать мелкие детали рисунка. Напомню, идея украсить многоэтажку изображением Андрияна Николаева пришла подрядчику в ходе капитального ремонта объекта. Уже совсем скоро об этом доме можно будет сказать не только теплый, но и красивый. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».